человеческий рост, расписные фужеры, вазы, рамки для фотографий. В общем, все то, на что можно положить краску, становится предметами искусства. Джилдыз Турдалиева – одна из тех, кто любит творить руками. В ее коллекции только эксклюзивные вещи и изделия, которые она делает для души. Как говорит сама мастерица, началось все на уроке домоводства в 6 классе. Тогда Джилдыз связала пинетки. Получилось хорошо, и следующую пару она уже изготовила на заказ, за что в качестве вознаграждения получила коробку конфет. Профессионалом рукодельница себя не считает, это просто хобби, увлечение, которое радует окружающих. Джилдыз изготавливает эти шедевры для души, а то, что нравится ее друзьям и знакомым, она раздаривает. Форма делается из поролона, она, получается, склеивается, сверху уже оформлением занимаюсь я. То есть обшиваю голову, то есть как... Получается, ткань натягиваешь, начинаешь все работать с ним. То есть все мимические стараешься, выражение сделать. Вот я думаю, вот очень симпатично у меня получился. Вот это все, это уже творение фантазии. То есть из чего сделаешь косички. Вот это все уже колечки, сережки, губы. Это все уже сама я придумываю по вкусу. Бантики, там, ресницы, стрелочки, чтобы девочка уже была. Все они смотрят через... Вот у них, мы делаем, вот человек смотрит через рот, видите, то ноги у них там, лапы. Изготовление ростовой куклы уходит, это вот ручная работа, очень кропотливая, уходит где-то 2 недели. То есть вначале оформляется голова, то есть тело, на него где-то 3-4 дня, это зависит, насколько сложная фигура. Персонаж какой, потом шьется костюм, потом оформляется голова сама, то есть это макет, там поролоновый, сверху оформляется уже как в косметическом салоне же есть. Приходишь без макияжа, уходишь с макияжем, то есть мы уже наращиваем там и глаза, и ресницы, я вам покажу. Вот, уходит где-то 2 недели, если даже не больше. Отдельного внимания заслуживают расписные изделия. Это старые вещи, которым с помощью красок дали вторую жизнь. Самая обычная кружка или деревянная люстра в ее руках превращается в произведение искусства. Мне нравится делать прически, макияж, что-то все, такое, творить что-то. И вот буквально, наверное, как год как вдохновила, вот решила купить краски и попробовать рисовать. И вот смотрю, получается потихонечку. Далее, как сказать, обеззараживаю. То есть этиловым спиртом, или можно там водкой, наверное, обезжириваю. Потом наношу акриловую краску, то есть вот здесь я нанесла ее, допустим, губкой. Вот она у меня. Это здесь перламутровая, бордовая краска, смешала ее. Это моя основа. Вот берешь акриловые краски. Чуть-чуть с водой. И вот могу. То есть его потом растушевывать, естественно. Вот делаем там лепесточки. Нет, конечно, с первого раза, наверное, сразу ничего не получится. Есть ошибки, где-то исправляешь. Бывает сразу. Вот здесь, например, у меня сразу все как-то придумалось, рисунок. Мне еще говорят, ты где-то срисовала? Я говорю, нет, сама просто сидела как-то и цвета подбирала. Получилось. На эти, конечно, не замажешь ничего, здесь уже рисуешь. Вот с ростовыми, там где-то перешиваешь, добавляешь, где-то мимику там, чтобы переделать. Конечно, не сразу получается. В принципе, на фужерах, я думаю, все у меня сразу получалось. Что здесь переделывать сложно. То есть рисовала, смотрела внимательно и это делала. То есть здесь сразу. Кыргызстан всегда был солнечным, красивой страной, поэтому у нас очень много красивых мест. И поэтому мы как все-таки азиаты, у нас такое обилие солнца. И мы должны творить. У нас должно быть чувство цвета, яркости, вкуса уже в крови быть, мне так кажется. Поэтому я желаю всем начинающим продолжать любить это дело. Это все-таки, мне кажется, должна быть любовь.